Подай знак, что ты подал знак. Ну что ж, уважаемые друзья, добрый вечер всем, здравствуйте, как дела, как настроение? Давайте все помашем. Мы здесь, мы готовы, мы в прямом эфире, сегодня среда, это означает, что сегодня у нас четвертый полуфинал самого масштабного народного онлайн-шоу «Татарстар. Наследие». Я не знаю, есть ли смысл объяснять правила или нет всем нашим зрителям? Окей, я объясню, если вдруг кто-то к нам присоединился только сегодня и не смотрел все наши 368 выпусков, которые были до этого. Да, Хабри, я знаю, что ты. Итак, смотри, короче, что у нас сегодня происходит? Если ты не в курсе еще, мы будем себе объяснять и будем объяснять всем нашим зрителям. Короче, Татарстар. Прекрасное онлайн-шоу, где каждый участник, вообще, неважно где он живет, в России, за рубежом или где, он мог прислать нам видео, как он поет, как он танцует или как он читает стихи. Но все это должно быть с национальным колоритом. Либо песня на татарском, либо танец под какую-то татарскую песню, либо, соответственно, стихотворение тоже на татарском языке. Потому что в этом году у нас название «Татарстар. Наследие». Все с небольшим, хорошим национальным колоритом. Вот. Это, наверное, самые главные условия. Возрастных ограничений у нас никаких не было. У нас было очень много отборочных этапов, где очень много людей к нам присылало. Мы кого-то отсеивали, выставляли мы оценки, да, выставляли оценки наши зрители и, соответственно, суммировали все эти баллы и вот узнали списки наших полуфиналистов. И сегодня у нас 5 из них пройдет финал. Да, пройдет 6. И пройдут у нас полуфинал. Финал состоится 19 сентября. Ну и еще... Почему только Абри объясняешь? Он первый сказал, что он ничего не знает. Я ближе, Итак, Марат, все понятно. Татарстар. Дубль 2. Со второго раза я повторю еще. Все нормально. Лена, ты в курсе, чего у нас происходит? Да, я уж тут была. Все, ты уже была в прошлом году. Тебя запомнили все и... все зрители, мне кажется, и участники тебя не взлюбили в прошлый раз, но у тебя есть шанс сегодня исправить. Итак, я же не сказал о самом главном, у нас будут призы и подарки за первое, второе, за третье место. Первое место это будет iPhone 12 Pro Max. Вау. Почему я не участвовала? Нам можно спеть? Уже поздно, ребята. Вообще можно было, но уже поздно. За второе место мы дарим просто 12 iPhone, и за первое место за третье место мы дарим 11 iPhone. Вот так вот. Уже не хотите участвовать, да? Все. Да нет. Да? Просто строго будем судить. Да, не помешай. Ну да, мы уже опоздали, поэтому, друзья, давайте будем начинать. Я с удовольствием хочу представить замечательное жюри. У нас сегодня классная компашка собралась. Вот до начала они что-то шутили, смеялись между собой. Я надеюсь, что сейчас и над моими шутками тоже будут смеяться. Я очень на это надеюсь. Да, Вить, или нет? Наверное, поддержим. Ну ладно, начнем тогда с человека, который сидит рядом со мной. Так. Вот. Друзья, не переживайте, это у вас не галлюцинации, это просто футболка и пиджак. Да. Он пришел в этом, и это замечательно, очень ярко, очень классно, чтобы запомниться. Дамы и господа, давайте аплодировать там у себя перед экранами. Тут очень много регалий, я прям прочитаю все, Абри, ты потом скажешь, все это правда или нет. Певец. Относительно. Ведущий. Хороший. Диджей. На данный момент работаю в радиостанции. Пародист. Точно подмечено. Кого ты пародировал, вообще непонятно. Юморист! Действительно. Да, все это вот этот замечательный человек. Абри Хабриев, друзья, давайте поаплодируем! Алярничек, как дела? Аллаха шакар, все нормально, все хорошо. Именно к вашей передаче вот прикупил пиджачок, футболочку, чтобы влиться вот в эту атмосферу. Ты очень влился в нашу атмосферу. Потому что тут все фиолетовенько. Мы все в таком наряде сегодня, поэтому спасибо тебе большое. Все, давайте аплодировать, все классно. Итак, едем дальше. Человек, я почему говорю, который запомнилась всем нашим участникам в прошлом году с такой злостью. По крайней мере, один человек точно себя вспоминает с такими. А еще, сколько ты колышку поставила в прошлом сезоне? Или что там? Единичку? Или 1, или 2. Ну вот что-то было Не очень... помню. Да, человек, который не помнит, поставила она единичку или двойку. Замечательная певица, друзья, все мы ее прекрасно знаем. Лейна, давайте аплодируем.
Лейна, как дела? Лейна Всё, суровая. отлично, спасибо. Всё, как тебе твой крупный план? Можно еще? Марат, уберите, Марат, уберите. У Марата такое маленькое лицо, а у меня вот такое. Как тебе обстановочка в этом сезоне, скажи, пожалуйста? Мне нравится, тут мой любимый Марат, абри-хабри. Вот Как тебе только что призналась. Мой любимый, смотри, мой признание любимый в любви Марат, было. Абрихабриев, и вы. Кто вы? Я вас не знаю. Все окей, Лейна, все, спасибо, что ты сегодня с нами, нам очень приятно. Да, я не могу сдержать свои эмоции. Ну и, друзья, еще один замечательный член жюри, человек, который пришел к нам сегодня в гости, замечательный певец, дамы и господа, Марат Ярулин. Давайте аплодируем. Марат, как у тебя дела? Замечательно. Что нового? Ну вот к вам пришел. А из Клёвая интересного, из новость. Ну, нового? альбом вышел новый. Он девушку Да, вчера когда? нашел. Короче, вышел альбом новый. Так, Вот. спасибо, очень интересно. Да, давайте да. поаплодируем. Нет, серьезно, мы об этом, мы к этому вернемся. Расскажешь, что за альбом, может, даже споешь чуть-чуть. Может быть. Ну, 12-й iPhone, если... Если дадим, то споешь, да? Ладно, Да. мы где-нибудь найдем. У Динара, в конце концов, отнимем. Да, спасибо. Мечты сбываются. Так, ну что, вот, ну и, собственно говоря, меня зовут Руслан, я тут периодически сижу, заменяю Нияза, вот, иногда. А вот сегодня я с вами, я тоже буду ставить оценочки. Короче, мне очень приятно в таком коллективе находиться. Я думаю, что мы на позитивчике с хорошим настроением начнем. Тянуть больше нету смысла, вообще абсолютно. Я думаю, что все наши участники уже заждались. Их у нас сегодня 6. Я напоминаю, не удивляйтесь, у нас нет никаких возрастных ограничений, поэтому если кому-то из наших участников сегодня будет 2 года, это нормально. Ну, вдруг так случится. Итак, поехали. Первая участница. О, кстати, я хочу сказать, что у нас сегодня все прекрасная половина у нас сегодня. Только девчонки у нас сегодня, без мальчиков. Мальчиков сегодня в полуфинале у нас нет. Поэтому нам будет приятно. Это же прекрасно. В 6 раз приятнее нам сегодня будет. Итак, первая участница. Эльзира Ярулина, 13 лет, Пестричинский район, село Ленина-Какушкино. И Эльзира исполнит нам кряшинское попурри. Вот так вот. Давайте посмотрим. Давайте послушаем с удовольствием, а потом будем обсуждать, что понравилось, что не понравилось, и будем ставить оценочки. Поехали! Минем исемем Эльзира Ярулина. Мин Петряш районының Лейна Какушкина авылында тудым һәм хәзерге вакытта яшим. Миңа 13 яшь, мин 8 класска күчтем. Бик җырларга яратам. Балалар сәнгать мәктәбендә укыйм. Туган илем тарихы белән кызыксынам. Ватанымны бик яратам. Сезгә керәшен җырлары тезмәсен башкарам. Ялын күкәйтә гириттең опагым, ялын күкәйтә гириттең опагым. Париж, Париж, Парижларга җитсен дип. Париж, Париж, Парижларга җитсен дип. Сәлам котларын җибәрдең опагым, сәлам котларын җибәрдең опагым. Париж, Париж, Парижларга җитсен дип. Париж, Париж, Парижларга җитсен дип. Olmalar şiyeleri kızarıp pişereli, olmalar şiyeleri kızarıp pişereli. Bugün izin atışması irtege düşereli, bugün izin atışması irtege düşereli. Çın eytemin opağım, göz aldımdan bir de gitmi gündür salgan kopağım. Ну, аплодисменты громкие. Ярулина, 13 лет, Пестричинский район. Ну что, скажете, друзья, как вам начало? Супер классно. Супер Даже класс. костюм одела красивый такой. Вот именно подчеркнула кряшинский наряд. Так. Это уже плюс. Потому что человек подготовился, не просто вышел там в какой-то в бальном платье. Если конкурс с национальным колоритом, значит, это нужно учитывать. Это нужно показать. Она показала. Вокал мне понравился, очень хороший. В некоторых местах правильно использовала мелизматику, прямо в крапиночку в конце фраз. Был один момент, где неуверенный был голос в плане вокала, в плане опоры. А так
целом очень понравился. Все, спасибо, спасибо. Оценочки пока не ставим. Сейчас мы сначала всех послушаем. Так, Лена, тебе понравился? Тебе Да, было мне классно? очень понравилось, как спела, костюм понравился, и сама девочка понравилась. Только это вот, у них, получается, язык от татарского отличается же, да? Ну, И- Нет. не знаю. Лена, ты слышала? Крашеные, такие же татары. Просто Просто крещеные. Не, у них разные. диалект, может, какой-нибудь Нет, есть? есть определенные слова. Они вот, допустим, говорят вместо «это и они» «папа, мама». А, Вот только так. Есть Интересно. определенные слова в диалекте. А как это на татарском переводится? ага, все, ладно. Короче, Милаш, Аден для первого участника вообще хорошее начало, лайк. Все, класс. Там просто, может быть, акцент был чуть-чуть немножечко. Короче, я Ну, знаешь, думаю, этот почему-то у них акцент диалект. у нынешнего поколения, этот акцент у всех присутствует. У всех татарских ребятишек. И у тебя? А у меня нет. Ага, Я Да, ребенок уже только недавно 90-х, школу закончил. коренной татарин. У меня акцент по-русскому. Да-да-да, мы поняли. Да. Так, Лен, все, спасибо. Марат, что скажешь В ты? общем, во-первых, девочка очень харизматичная, Так. очень приятная, у нее классный голос, и в-четвертых, она Ярулина. Все. Представишь 6. Это родственница твоя или что? Или как? Или что? Или... Кстати, в Ленина Кукушкина живет мой двоюродный брат. Так. Он знает Эльзиру, как думаешь? Может и знает, я Позвони, не знаю. спроси. Если знает, то ставишь хорошую оценку просто и все. Я и так поставлю хорошую Ну оценку. ладно, хорошо. Мне кажется, если она будет двигаться, работать над собой, то у нее все получится. Потому что все есть. У нее есть данные, есть да, 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 у внешность, нее есть внешность. есть как бы, да, харизма. Она Это может самое стать популярнее, чем Лейна? Может. Однозначно. Спасибо за правду. Так, окей. Ну что, Эльзира, мы тебе желаем всего-всего там прекрасного. Итак, а какие оценочки? Не, мне тоже понравилось. Классно. А оценки от Начало до? бодрячком. от и до. От и до. Ну, давайте от 1 до 5. От одного Давайте до мы 5 так я ставлю сделаем. 5. 5. Окей. ставлю 5. Лейна? Я тоже для начала 5 поставлю. Так, Марат. Она уже боится. 5. Что, 5? Да, серьезно? 5, конечно, 5, да. Вот так Мне вот она все? понравилась, правда. Ну Не, все. голос у Нам нее еще звонкий. не с чем сравнивать. Голос у нее певчий. Да. Ага. Звонкий голосок. Тем более, ей сейчас 15 лет же, да? Да. 13. 13 лет, это переходной возраст. И тем более, если она сейчас продолжит занятие вокалом, в будущем у нее еще голос будет еще А у ярче. девочек ломается голос или нет? Бывает такое, очень редко, но бывает. В будущем Эбри Хабри возьмет ее в команду. Хорошо. А может и Марат и Арули. Ладно, хорошо. Так, ну ладно, я тоже сегодня в хорошем настроении, я очень добрый, и 5 я ставлю тоже, 5 сразу. Ура! Вот так, Ура! вот, все пятерочки. Ну и за классное, хорошее, бодренькое начало. Все, едем дальше. Итак, вторая участница Эвелина Хабибрахманова. Ей 8 лет. 8. 8 лет. Она из Набережных Челнов, и она исполнит нам композицию «Жайге Янгар» из репертуара Зульфи Минхажевой. Вот так вот. Летний дождь. Нам не хватало летом очень дождей, мне кажется. Нет? Да. Ты какого года рождения? Я 88-го года 88-го года Да. рождения. Ты в детстве слушал татарские песни? рождения. Азраккана. Чуть-чуть. Помнишь песню «Миляшкая, махаленыщик»? Вот это как раз и Зульфия Минхажева пела. Все, класс. Вы знали? Конечно. Ладно, Только ты не знал. дело А он не знал. Лейна до сих пор молчит. Нет, я знаю тоже. Перезагрузка. Я что-то даже... 5-7. Я что-то слышал даже, что как будто бы кто-то из вас пел эту песню. Не, я пела, но я пела «Миляшар, миляшар». А, ты другую пела, да? Да, Это кстати, две похоже. разные песни. Ну да. там Да, просто уж и да. там миляш, и там миляш. Да, вот. И там, и Есть тут еще миляш. песня про миляш-ляр? Про миляш. Есть еще песня? Пора миляш! Спасибо! Делай это чаще. Так, все, поехали. Эвелина Хабибрахманова, 8 лет, Набережные Челны. Жайге Янгар. Слушай. Мин тугашта таңар аткан, кояш яктырып көлгән. Менә кеше тәрәс сыртып, Эвелина туды дигән. Мин Хабибрахманова Эвелина, Илмир кызы. Яршылы шәһәре, 8 яшь. Кечкенәдә җырлар җырлап, биеп үсәм сәхнәдә. Конкурсларда катнашып, урыннар алдым әлбәттә.
yolsun yengir gerek kızdırgan edi aldın. Boğazında yengir yolsun gerekince kızdırsın. Şirge dışı buz gemerin motoride buz geçsin. Boğazında yengir yolsun gerekince kızdırsın. Şirge dışı buz gemerin motoride buz geçsin. Sanıp güneşirge sanıp ekmekli yangır yava. Tereklik edeceğim görür biraz savrulun hava. Boğazında yangır yolsun gerekince kızdırsın. Şirge dışı buz gemerin motoride buz geçsin. Bulutlardan daralır kıyıya sığıp yılmayıp. Bugün gün bulutlu deyip yaşayamam muңayıp. Boğazında yangır yolsun gerekince kızdırsın. Şirge dışı buz gemerin motoride buz geçsin. Boğazında yangır Спасибо огромное, Эвелина Бедюра. Спасибо. Так, ну что, Это полноценный клип. это полноценный клип. И дождь тебе был, спецэффекты. Операторская работа, Да. спецэффекты. Целый Челны продакшн. Челны продакшн. Она же из Из набережной. Челнов, Да, из из Челнов, Челнов. да. Ну там по этому-то... по Единственный месту не минус, который я заметил, который не дотягивает до пятерки, по моему мнению, это дикция. Неразборчивое произношение слов. К сожалению, многих слов я не понял из спетого. Я думал, я один ничего не понимаю. Нас уже двое, Да, понимаешь? нас уже двое, да, уже легче, как-то уже легче, да. Вот. А так, голос звонкий, артистизм, все это красиво преподносит. Поставил бы я пятерку, но как человек... Подожди, оценочки Да, попозже, оценочки да, потом. да, но попозже. как человек, который изучал сценическую речь на протяжении 4 этого? лет в Нет, университете ты культуры, я к выносишь, этому очень отношусь очень щепетильно. Понятно. Поэтому Должно это быть больное понятно. место мое. Все, должно быть четко слышно, Да. понятно, о чем человек поет. Да? Ну, Разборчивые слова. это не про современный рэп. Ну, сейчас вообще абсолютно. Ну, что, Здесь ну, фольк да, больше. всё нормально, ладно. Так, а вот, Мэра, ты сидел и думал, ну как оценивать такую Ну, потому девушку? что, я Вот. не знаю, ну, она хорошая такая, милая девочка. Она, видно, что она очень старается. И костюм, и действительно, там, ребята заморочились, съемка, да, и вот эти спецэффекты. Старались. Да, вот это все, это, и она сама молодец. Единственное, да, я соглашусь только в том, что вот немножко какие-то вот, ну, момент с дикцией, он просто, возможно, из-за того, что музыка была громковата, может быть. Вот, я не знаю, в общем, это единственный вот такой маленький минус, что непонятно чуть-чуть Ну, я бы не слова. сказал, чтобы музыка была громкой, а баланс был в норме. Да, ты все, как ты Голос просчитал. ты ее мы слышим. Ну да. В общем, это вот единственный момент. А так она молодец, умница. Вот, хорошая девочка. Хорошо, спасибо большое. Лейна. Я тоже могу похвалить, ну и согласиться, то, что я поняла вот слово «яңгыр», и потом это связала то, что там вот капельки, про то, что она поет про дождь. И очень хочу похвалить то, что у нее, вот, видимо, родители ее так поддерживают, что так прикольно сняли ей вот это вот видео. Сначала она присела, потом встала, зумом приблизила ее. И здорово, что родители ее поддерживают. Класс. Этого очень часто не хватает, на самом деле, для Продакшн. того, Да. чтобы раскрыть какой-то детский потенциал. И да. Нет, реально родители постарались. Это, конечно, да. И не просто с одного Во всех ракурса смыслах. сняли, Аври, да? Да. Постарались. Родили такую Да. красивую девочку, талантливую. Да. Хорошо. Изучили. Что по оценочкам, друзья? Что по А оценочкам? по полбалла там можно или нет? Нет, к сожалению, нет, по полбалла нельзя. Блин, Теперь нам уже легче. У нас же уже две участницы. Да. Мы видели уже две участницы. Первой, которой мы поставили пятерочки, с кем у нас как бы, ну, есть сравнивать, на самом деле, чтобы вам было ну если проще, вот легче. сравнивать с первой, Да, давай. с Всё, первой, у нас все честно, смотрите, у нас все честно, все жестко. Ограничений возрастных нет, но и, соответственно, поблажек на возраст у нас тоже нет. если Так что сравнивать с качеством исполнения с первым номером,
то я поставлю 4. 4, спасибо. Лена? Если сравнивать, кто лучше спела первая, а кто постарался больше, вторая. Ну, я поэтому не знаю, какой оценку поставить. Ну, давайте... Давай подумай пока, у Марата Да, сейчас мы спросим. давай. Может быть, тебе даст что-то 10 секунд. Ну, я не буду сравнивать, наверное, девочек. Я Вот. посмотрел, Да. подумал, Нет, Я, наверное, очень хочется, да, действительно, 5 девочки поставить, но, наверное... Давай хотя бы ты 5 поставь. Вот мои полбалла и твои полбалла, пусть это будет Давай, 5. давай. 5. Да, давай. Отлично. Тогда я тоже Давай пятерка. 5 ставь, Да. 5. Пусть я буду самым... вот, Нет, я тоже 4 поставлю, Абрик. Почему? Ну, потому что 4. Простите. Потому что настроение упало, да? вот Нет, только что? да не упало настроение, нет. Я просто... Объективно. У нас же финал еще впереди, понимаете? Кто-то должен пройти финал, до финала дойти должны самые-самые-самые. Но если мы реально сравниваем с тем, как Ну пели да. две эти В финал участницы, пройдут только пер- 4 участника. Отсюда вообще только двое пройдут. Отсюда двое. Отсюда только двое. 4 участника у нас сегодня покинут вообще проект. к А, И еще будет один полуфинал, там еще сожалению. двое. Там еще двое. А потом в финале 4. Итого 10 человек. А, там, 10 по-моему, человек у нас, в да. финале. Ну, у нас 5 полуфиналов А, получается. Да. зрители, поэтому вы на нас не обижайтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Да, Все ну пройти вот не смотрите, могут, к сожалению. Это же еще что? Мы же пока это первые оценки, которые мы ставим. Да. Дальше у нас будет зрительское голосование, и за них Вот. еще будут голосовать, Вот. понимаете? И там тоже их баллы суммируются с нашими, поэтому, возможно, кто-то и поставит согласится единицу. с нашим, Не типа, да? решением. Да? Получит приз зрительских симпатий и вырваться вперед. Да. Поэтому оценочки для Эвелины 4, 4, 5, 5, 5. Спасибо, Эвелина, спасибо тебе большое. Ты большой молодец. И спасибо огромное тем, кто тебя поддерживает и старается, снимает, и вот из шланга поливает. Только вперед! Вы классные вообще, спасибо большое, спасибо. Итак, двигаемся дальше. Третья участница Инзиля Хусаинова. Ей 21 год, она из Азнакаева. И она прочитает нам стихотворение. Стихотворение Габаса Ахмеджанова «Ак халатлы якын дусларым». Давайте послушаем. Про врачей. Поехали. Про врачей, про медиков. Хәерле кичләр, исәнмесез? Мин Инзилә Хөсәйнова булам. Тумышым белән Азнакай районы Сәпәй авылыннан. Хәзерге вакытта миңа 21 яшь. Казан Федераль университетының журналистика бүлегендә белем алам. Буш вакытларымда шигырь язарга һәм шигырь сөйләргә яратам. Һәм әгәр дә финалга уссам, жюрина үзем язган шигырь белән шаккаттырачакмын. Әлегә Габбас Әхмәтҗановның «Ак халатлы якын дусларым» дигән шигырен тәкъдим итәм. Хәле авыр. Инде еламый да. Көчкә генә сабый тын ала. Хәлсез йөрәк нәни күкрәгендә талпына да кинәт. Тын кала. Ана елый. Балакайын шулай соңгы тапкыр кысып кычармы? Әйтегезче, үлем тырнагыннан тартып алыр берәр көч бармы? Түкмә зинһар кайнар күз яшеңне, сабыр итче бераз түз ана. Кызыл билле җиңел автомобиль сигнал биреп юлга кузгала. Ашык шофер, җилләр булып очып, уссам иде шушы сынауны. Бала гомере кыл өстендә тора, секундына тикле санаулап. Бала тында. Кыйыр кыймас кына зәңгәр күзне керфек каплады. Күз яшенә тиенеп мескен ана ишетмәде ишек какканны. Күктән иңделәрме? Җирдән микән? Аңлый алмый ана һич кенә аппак халат кигән ике шәүлә иелделәр бала өстенә. Фәрештәме? Нинди җан иясе каршысында ике кыз тора. Берсе әйтә: "Мин канымны бирәм, булыш әйдә тизрәк, сестра." Где мы? Вот мы. Да. Инзиля Хусаинова. Давайте аплодировать. Спасибо. Ну что тут сказать, прониклись, нет? Грустно. Пробрало вас? Стихотворение само по себе, вот это вот стихотворение, оно очень сильное стихотворение. И для того, чтобы передать весь смысл, нужно просто вот, влиться, внедриться в эту атмосферу просто приятной, чистой
татарский говор. Это первый плюс. Подготовились с музыкальным фоном. Когда вы читаете стихотворение, самый главный элемент — это музыкальный фон. Он должен быть правильно подобран. Так как я сам на своих концертах тоже читаю стихи свои авторские, и при правильном подборе музыкального фона, музыкального оформления стихотворение уже звучит по-другому. Второй плюс. Съемки, без всяких вот этих наездов, очень все грамотно, классно. Чтобы передать еще атмосферу, содержание всего этого стихотворения, пусть и муляж, дитя в руках. Мне очень понравилось, как я говорил выше, то, что я изучал 4 года сценическую речь, я к этим вещам очень щепетильно отношусь. Это моя больная тема вообще в любых выступлениях. Вся интонация правильная, ударение, подъемы, спады, в интонации все грамотно изучено. В общем, у меня не к чему придраться. Это с моей точки зрения. Все. Такое ощущение, что ты заплачешь прямо сейчас. Да. Настолько прям тебе понравилось. Нет, вот жалко, что не досмотрели до конца. Ну, мы чуть-чуть Да, ограничены по времени. Чуть-чуть. Хотя мы могли меньше болтать и больше послушать. Мне кажется, да. Хотелось бы послушать Лейна. до конца. До конца, Давай. да. Лейна? Я училась в театральном училище, там тоже рассказывали стихотворение. Мне кажется, ей там по-любому поставили бы 5. Но лично я люблю слушать больше песни, нежели стихотворений, поэтому моя оценка будет чуть ниже. Это просто из-за меня, не из-за нее. Все понятно, спасибо. Да. Это плохо. Плохо. 4. Во-первых, это два разных жанра. Есть вокал, есть сценическое слово. Но это же один конкурс. Конкурс один, а жанры разные. Ну, а какую мне оценку ставить? Ты меня услышала? Да, есть один Говори жанр. 5, все, ты сейчас уйдешь отсюда. Может, каким-то другим голосом еще и донести, может быть, она... Да нет, спасибо, мне кажется, это самый страшный. Ты не поставишь 5. То ничего страшного не Да, случится. то ничего тебе не будет. Да, окей, Марат, что скажешь ты? Так как я тоже учился в театральном. Все вот, учились? Да. Актерушки наши. Все тут большие актеры, да? Вот. Где играем, ребята? Правильно, Абри вот правильно сказал, что вот, к произношению вообще, к дикции, к речи самой вообще не придраться. То, что она подготовилась, вот все эти, да, там, реквизиты, да, и музыка, это все очень круто, это очень классный подход, и я люблю, когда вот к делу именно подходит достаточно серьезно. Единственный момент был, в каких-то местах, вот именно, там же получается не только стихотворение, там есть какая-то определенная актерская игра. В каких-то моментах я верил, прям вот действительно поверил, а в каких-то нет. Какие-то моменты были, что я не верил. Надо еще учитывать тот факт, что она они не профессионалы. актриса. Да, тоже Они есть же один не профессионалы. Но мы этого Она не знаем, где- там, или Ничего не написано. написано Ничего по не этому написано, да? Она же, по-моему, вначале сказала, что где-то учится. По-моему, не в этой области, Нет? не в области Не знаете? искусства. Я, наверное... Если не ошибаюсь. Не Нет, профессионал. да, ну все, не профессионал. Но оценивают профессионалы. Все учились. Кроме меня, ребята. Я тебе скажу больше, даже и профессионалы утрируют. Ну да, это И есть такое. Да ну не может быть. И Да не может быть. Я тебе говорю! Да быть так. Может этого! Оценка, да? Давай оценки. Давай, А. Марат, давай с тебя начнем. Давай, чтобы ты ни за кем не повторял. Моя оценка 4. моя 4. Моя 4. Твердая пятерка. Что-то от меня зависит. Мне это близко. Я Я люблю разговорный жанр, поэтому я ставлю 5. Короче, я поставлю 4. Вот, объясню почему. Помнишь, ты сказал, что правильная подобранная музыка, она влияет на все. Да? Да. Вот. А скажи, пожалуйста, а если без музыки вообще читать? Это сложнее? Это очень сложно. Это очень сложно. Поэтому для- всегда, есть- поэтому музычка, фончик, красивый фончик под стихотворение подложен, я считаю, что это, читерство.
Это Нет, это чуть-чуть- не- это почему? чуть-чуть, это, Ну, такая- слушай, это- нет, на самом деле это нет. помогает, это помогает. Ну а ты же ловишь эту атмосферу, понимаешь? Ну как тогда бы? давай тут же ставить, важно, давай тут же ставить важно, тогда все чтобы... спектакли без музыки. Ну да. Давай. Даже сейчас мы под музыку говорим. Кому это надо предложить? Давай вот сейчас Ну, выключу музыку вот понимаешь, здесь. она да. же тоже во время спектакля, она же не всегда звучит, она же нужна где-то для перебивок, для создания настроения, где-то хоп, дыш, въехали, Вот смотри. все, дальше оно уже идет само собой. Посмотри фильмы зарубежные из классики жанра, да, вот Форрест Гамп. Форрест Гамп, например, Посмотри «Зеленую милю». Посмотри эти фильмы без Так музыки. я смотрел, ну, в смысле, без музыки не смотрел. Да, хорошо, без музыки не смотрел. Ты оценишь по-другому. Ну, это немножко Кадры. другое. Нет, мы кинематограф, и это вообще отдельная тема. Это вообще- Представь, это- вот смотри, есть фильм, один из моих любимых фильмов «Достучаться до небес». Да, это клево. У них есть самая знаменитая фраза. Как ты На- никогда Так, не был ты- на море? На небесах только На- и говорят о море. А там идет фоном именно основная тема. Ничего бы не Музыкальное поменялось, если бы этой музыки не было. Моя! Все, я ставлю 4, короче, вот, да, но это мое мнение. Я поэтому пытался. Да, он пытался. Переубедить. но- Короче, музыкальное оформление очень важно, на Да самом я деле, знаю, очень. но вот В фильмах здесь вообще тем вот- более. Здесь вот... Это не есть Иногда, чувство, как ты иногда в говоришь. фильмах даже бывает, что мелодии, композиции становятся хитовыми. И это бывает очень Вот, часто. это очень часто, Это да. очень часто бывает. Иногда Так эти что- композиции становятся даже лучше, чем сам фильм. Да. Такое тоже случается иногда. Все, 4, 5, 4, 4. Спасибо огромное. Спасибо большое. Давайте аплодировать громко-громко. Да. Итак, поехали дальше. Участница номер 4. Резида Шарафгалеева. В скобочках Амирова. Вот, 28 лет, город Набережные Челны. Она исполнит нам композицию «Гамыр утып бара» из репертуара Эльмиры Нагимовой. В принципе, можем и не слушать даже. Давай Давайте оценивать. посмотрим. Давай Давайте. послушаем. Поехали. Давай. Xeyirli kech, hurmatli tomoshachilar hamda endi juri a'zolari. Men Rezida Amirova. Menga 28 yosh. Men Yoshyo'li shaharidan. Hozirgi vaqtda dekretniy отпускda kichkinagina malay tarbiyalaymiz. Ham endi bo'sh vaqtimda banketlarda ijrolab yurayim. Muzikaliy maktabni tamomladim. Fortepiano ham skripka o'yin qurollarida o'ynarga o'rgandim. Hamda endi jirga munga g'oshiq. Hozirgi jirlisi jirim Elmira Nagimovaning G'umr o'tib boradi degan jirin taqdim etam. Rahim etib tinglag'iz. G'umr bizgiligini bitol qaderin bilmin o'tnan Suyib yashovlarining baxtining o'zi ekan u G'umr o'tib bora yurakka yona yurak yolqinina g'azablarini salma seni jon suyam soqishlardan yonib kiyam muhabbatni saqlayib yolg'ishlardan oni yoqlayib Да, все, спасибо огромное. Спасибо, молодец. Ну что скажете про выступление Резиды? Очень красивая, очень простая, видно. Мне очень понравилось, поет даже лучше, чем я на татарском языке. Лейна, много кто поет лучше, чем ты. Ладно, это есть шутка. такие, да, люди, кто, ну, не знаю, мне кажется, нет. Мне кажется, Лейна лучше. Лучше, чем Лейна? Да нет, Да нет, уж, конечно, вы ребят, чё? я шучу. Таких нет. Ну, реально прикольно поет, мне очень понравилось. Класс, спасибо. Абрин, потом, кстати, можешь пиджак не выбрасывать? Тебе что ли подарили? Ну да. Он будет эйфорию дома ловить под Это же нее. просто, да. Подарю. Можно смотреть и эйфорию Подожди, поймать. ты же его купил только, чтобы к нам прийти, нет? Если завтра Нет, он взял, на самом деле, в этот В аренду? прокат. Да, сейчас даст. Давай, говори. Говори. Нет, Абрин, ты уже. давай. Не, давай ты, Я- а ты чё? чё, я Во-первых, сразу- я- Нет, ты говори. 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 Говорю. Айтем. Ай. Айтем. Ай. Короче, девчонка классно Матурите поет. татар жайт. Биг Шиберкас, Биг Матур Жирлы. Все, дальше я буду говорить на русском. Нормально? В общем, Татарские певцы. девушка очень красивая, она очень хорошо поет.
Вот, но вот по моему мнению, чего-то вот какой-то изюминки не хватает, не знаю. Вот, поет она хорошо. А В начале какие-то шумы там были посторонние, да? Вот. Так ты у нее же ребенок там да? плакал. Походу, да. Так, в общем, мне понравилось, ну вот что-то вот не хватило. Не знаю. Изюминки, да? Какой-то, я не знаю. Знаешь, вот чего В не принципе, хватало? вот она из набережных Челнов Смотри, тоже. смотри, Она, в чего не принципе, хватало. могла попросить, Мы- чтобы тоже кто-нибудь шлангом Мы все поливал. привыкли слышать эту песню в исполнении Нагимовой. Нагимовой, Эльмиры. да. Я, у если нее, честно, нет. у нее богатая мелизматика у Эльмиры. В конце каждой фразы она добавляет Ну, типа, ты мелизматику. имеешь в виду- И мы привыкли вот эту... мы Когда хотим кто-то это перепевает. услышать. Мы сравниваем с оригиналом, ты хочешь сказать? Да. Ну, я Если бы... просто придираюсь пока к Говори, Марату. если бы она перепела как-то это по-своему, например, да, тогда, можно Нет, было бы вот сказать, как это раз-таки- круто, да? Как раз-таки этого вот переизбытка мелизматики в ее выступлении и не было. Короче, вообще в общем, тебе не мелизматики нравится не было, мелизматика Эльмиры, ты только что хотел сказать, да? Я говорю, мы привыкли слышать эту песню в исполнении Эльмиры с богатой мелизматикой. Да. А в ее исполнении мелизматики не было. Она пела, попадала в ноты грамотно, попадала хорошо, пела, но без мелизматики. Мы поняли. Вот. То есть у Поэтому Эльмиры есть мелизматика, у нее нет. а вот здесь у Резиды Она не было. поет Да, ровно. есть у нее, просто у нее не такая, не так много этой Не мелизматики. такая, как у Эльмиры, да? Я правильно? Не такая, как у Эльмиры, да. Ну, если мы сейчас про мелизматику, мы Ладно, можем да. еще долго говорить про мелизматику. Так, В общем, Вот. девчонка, Вот этого ей не хватало. девчонка этого не приятная, хватало все-таки. Да. хорошо поет. Девчонка приятная, хорошо поет. Она приятная, она красивая, она очень чисто, красиво говорит на своем родном языке, на нашем родном языке. Но вокальные данные для ее возраста, учитывая то, что она обучалась еще в музыкальном, не дотягивают до 5. То есть ты ставишь 4. 4. Лейна? Я ставлю 5. Ага. 4. 4. Я тоже поставлю 4. Спасибо. Оставь 5. Нет? Оставь 5. Да нет. Ну-ка, Да, поставь. на меня это не действует. Не. Я ставлю 4, да. Потому что что-то мне до 5. Мы тебе подарим пиджак, Габри. Поставь 5. Это не говорит то, что она Это я тройку плохо только спела. поставлю. Она хорошо спела. Да. Нет, Да, нет, понятно. я же говорю, она хорошо спела, хорошо поет. 4. Минус одна конкурентка для Вот меня. чего ты. Да, Тогда. все, ты понятно, что ее сливаешь, ты все ясно Так с я тобой. 5 поставила. Как ее зовут? Резида. Резида, она мне заплатила. Сразу Так мне я тоже, 5 да. поставила. Все, итого 5, 5, 4, 4, 4. 4, 4. Это Все, чтобы одна себя пятерка от видели. Лейны, все, и это прекрасно. Давайте поаплодируем громко. Больше вы нигде такого не увидите, чтобы Лейна одна поставила 5. Все. Итак, едем дальше. Она сегодня реабилитируется. Да, у нее получается хорошо. Участница номер 5, Лейсиря Галявина. Ей 19 лет, она из Сабинского района. Прочитает нам стихотворение Эльмиры Жалилова «Инде нишанчы кын ишим пуша». Давайте послушаем. Исәнмесез дип башлыйм әле. Кичәләр бит шулай башлана. Исәнме сез дигән сүзләрне ишеткәч кенә күңелләр тынычлана. Бүген сезнең белән мин Саба районы кызы Галявина Ләйсирә Альфредовна булам. Миңа нибары 19 гына яшь, шуңа да карамастан Казанның Киров районында урнашкан пенсия фондында эшлим. Кичкенәдән инде шигырияткә, иҗатка гашыйк кызман. Үзем турында кызыклы фактка килгәндә, татарча үзебезнең телдә язылган шигырьләрне инде 3нче укудан яттан сөйли алам. Менә шул, хәзер инде сезнең игътибарыгызга яраткан шагыйрәм Эльмира Җәлилованың «Инде ничәнче көн эчем поша» дигән шигырен сөйләп китәм. Рәхим итеп тыңлагыз. Инде ничәнче көн эчем поша. Кубарылып тынам һәм бер тында ятып ала сагыну. Әллә нидән синең исем гел телчендә гына. Истә. Юраттам дип урап яңгырады ул. 7нче кат күккә ашкан идем. Шул кадәрле ихлас иде ул чак. Минем белән сиңгел башка идең. Башка идең. Минем өчен генә син үзгәргән идең. Тик кыйпылчыгы кодалады әрни.
Ойрылған өзгеленген күннің. Сен кеткенде, наркоз несіз гана жүрегімді елқып олған кебек. Шәулем гана басып қалды жерде. Олды да бітті сенлі үміт. Yok. Өткен де yok, қазір өпке де yok. Тек бір шатқы жамда. Сенлі, менлі, нейдір. Лесеря Галявина. Круто. Так. Ну что, вновь стихи. Смотри, на Вновь чем фоновая он в этом... Давай с тебя Нет, Да, брат. ты еще не начинал. Нет, так я начинал. раза Только до этого я... Я начинал 2 Ладно, ты начинала хоть раз или нет? И да, я всегда Давай. начинаю. Ну ладно, могу еще раз начать. Все, начинай. Да давай, начинай. Давай. О, почему я? давай, А Лейна не давай, начинала, Ладно, кстати. ладно. Мне очень понравилось. Вообще в начале этого ролика мне показалось, я смотрю татарские новости. У нее такой, ну, акценты она на слова так ставит, прям как в новостях. Но из Китапсилядова прям слезы полились. Нам уже сказали, что она всегда, видимо, так близко воспринимает к сердцу стихи, поэтому большой тебе лайк, больше никогда не плачь. Мне понравилось, но я поставлю мало. Спасибо, Лейна. Да, понятно. Так. Можно вообще так, да? Блин, все классно. Вообще сейчас супер, как Но бы, да? поставлю я мало. Кол, говорит. Все очень плохо. Ну, 5. Да, Не вообще. ищите логики вообще. Так. Лейна, женщина. молодец. Нет, Так, всё, всё спорили, в давай, принципе, Андрей, все давай. хорошо, но Ага. дикция хромает. Так. Неразборчиво произносят некоторые слова. Если честно, вот половину некоторых фраз я не понимал из того, что она говорит, что это за слово. А так, как я уже выразился выше, подбор музыки, но опять-таки были какие-то, да, вот заезженные, вот это Что-то Юрий Мэй. прям в Kids этом Rain. небольшом ролике аж 3 музыки разные были вообще. Та-та-там-там-там. Да, за 10 секунд там поменялось 3 раза. Это И вот отвлекает, да. есть еще такой момент. Принесите ей успокоительное. Человек начинает рассказывать про какую-то музыку. Музыка идет, и резко обрывается. Вот это и есть непрофессионализм. Музыка должна угасать, Плавно. утихать плавно, медленно. Или Называется- ее не должно быть вообще. Или ее не должно быть вообще. Или она должна быть красиво смиксована. Из-за отсутствия дикции. Да, все мы помним, что Абри учился. Сколько Дикции. лет ты учился? 5 лет ты учился? 4. 4 года. И это очень щепетильный вопрос для него. Он еще если учителем кто-то же не был, да? помнит. Учителем были же вы? Ты учитель? А, нет? Сценическую речь я вел, Я изучал. А, изучал, но не вел. Абри до сих пор- Абри до сих ведет, пор изучаю. Абри ведет просто курсы домашние. Такие. Домашние курсы. Да. Приходите. С выездом. Хорошо, Марат, давай. Твои А мне мнения. девчонка понравилась, как все прочитала. Мне все понравилось, кроме вот этих каких перьев справа там. Мне что-то, Колоски. Колоски, да, там. Отвлекали? Да, и был момент, что чуть-чуть они отвлекали. А так она эмоционально очень клево все. Мне Окей, понравилось. оценочка давай. 5. Лайна? 5. Подожди, ты сказала плохо. Да не, я просто пошутила, мне понравилось. Это у Лейны шутки такие. 5. Андрей. 4. А, Всё же 4. Я, наверное, тоже не буду оригинальничать, я поставлю 4. Вот так вот. Хорошо. Хорошо. Молодцы. Все, поехали дальше. Спасибо огромное, спасибо. В разговорном жанре дикция — это самое главное. Самый Это главный очень инструмент. щепетильный момент. Если кто-то забыл... Лучше вообще не говорить тогда мне. Очень щепетильный момент. Очень щепетильный. Так, ну что, Лесера, спасибо тебе огромное, да, спасибо. Спасибо. Призываю Всё всех хорошо. голосовать в зрительском голосовании, когда мы откроем. И у нас на сегодня заключительная участница, номер 6. Да, мы так быстренько сегодня, да, все, да. Азалия Гилязова, 15 лет, город Набережные Челны. Композиция «Эх, Дускаим Киляля» из репертуара Айгуль Бариевой. Давайте послушаем. Исәнмесез. Мин Гилязова Азалия Яршалы шәһәреннән. Миңа 16 яшь. Кечкенәдән үк җырларга һәм укырга яратам. Һәм җырсыз тормышны күз алдында да кидерә алмыйм.
Bugün min sizning uchun she'r boshqaram. Do'stqayim, keladi. Ey do'stlar, xamir shunday motor. Eyda biz birga she'rlaymiz. Yuqtani ko'rganing bizdan ol kunlarim. Ko'rsam edi to'lqi sening qo'liga qarab kulganim. Do'stlarim keladi, ko'rbaylar ko'radi. Kulda yüzüp kulda şovup rahatlanıp kulada. Do'stlarim keladi, ko'rbaylar ko'radi. Kulda yüzüp kulda şovup rahatlanıp kulada. Yollarını soyup qana şeşeklerini üzgenim. Ko'rsangida sho'lib qana hozurdaklar yuzganim. Do'stlarim keladi, ko'rbaylar ko'radi. Kulda yüzüp kulda şovup rahatlanıp kulada. Do'stlarim keladi, ko'rbaylar ko'radi. Kulda yüzüp kulda şovup rahatlanıp kulada. Азалия, спасибо. В конце еще поклончик был. Все, классно. Да. Завершенный номер. Завершенный номер, да. Начало было, конец был. Ну что скажем? Смотри. Знаешь, вот непривычно. Почему? Сколько ей лет? Ей 15 лет. 16 она сказала. 16, да? 16 лет. 16, значит. Начинает Я не думаю, говорить. что она врет. Начинает говорить девочка, да? Так. 16-летняя девушка. Потом вокал такой мощный вокал, который, ну, вот тембр не похож на нее. Какие-то вот, ну, отличается, реально отличается, но тембр очень сильный. Голос очень сильный, и если она в будущем не забросит вокал, я думаю, у нее все будет нормально, все будет хорошо. Может, даже она и, если будет изучать академический вокал, она даже может в будущем и оперной певицей стать. Ну, кстати, да. Да? Да. Ладно, я вам поверю, я в этом не разбираюсь все равно. Ты полный профан, братан. Я петь вообще не умею. Я просто чисто здесь на инстинктах ставлю оценки. Вот нравится мне или не нравится. Дотягиваем до пятерки или не По дотягиваем. качеству вокала хорошо. Хорошо. Ладно. Лейна. Честно, я не знаю даже, что сказать. Если я скажу плохо, меня захейтят. Никто Просто тебя хейтит. Меня захейтят. Так, я просто такой не очень люблю. Лейну никто не хейтит. Все. Никто не хейтит Лейну. Ты не окей? любишь народный вокал? Нет, вот именно когда выходит звук, который не как будто не твой природный. То есть я тоже могу спеть, например, «Эй, малая». Я тоже могу так Нет, спеть, ты но так это... не сможешь. Нет, ты так не споешь, что тебе Ну кажется. ладно, просто пример. Я, допустим, смогу как «Повороте». Ну, Видишь, да. это как бы не твой как будто природный голос. Поэтому, вот Я как же ты говорил, сказал... хотелось услышать какой-то другой тембр, а получилось Да, Ну итоге да, другой. окей, ага. Поэтому мне... ну вот, Тебе сложно, Лейна, что-то сказать. Ну, по мне не этому очень такое просто нравится. Может, это классно, поэтому пусть они оценивают, если они знают. Я не знаю, как это оценивать. Ну, в любом случае, тебе как-то надо Тут будет всё оценить. просто. Ну, Поставь смотри, тройку, опять да. же, Поставь тройку. это все только... Нетушки! По-любому тебя захейтят. Неважно, даже если 5 поставишь. Да, все равно ты уже наговорила ерунды, поэтому ладно. Уже терять нечего. Уже все, назад дороги не перемотаешь. У нас прямой эфир. Так, Марат. Вот она реально, когда начала говорить, вроде такая милая девочка, и когда начала петь, я прям немножко подскочил даже. Вот этот тембр, как будто бы действительно не совпадает с ее вот этой милой внешностью. Ну, понятно, что это как бы голос, это природа, с этим ничего не сделаешь, как бы, да. И я тоже такое не слушаю, на самом деле, как бы, да. Не то, что не слушаю даже, а не совсем близко, наверное, для меня, как бы, да. Вот. Возможно, да, если она будет заниматься, то оперной певицей, мне кажется, есть все данные, чтобы стать оперной певицей, как сказала Бри. Да, у нее есть опора. Да, вот эта опора в 16 лет, такую опору, как бы, ну, у меня в 16 лет такой опоры не было, это однозначно.
Ну, даже и сейчас, может, и нет. Да. Что такое опора? Объясните, что такое опора? Ну, Знаю, как Абри, объясни. по-простому объяснить. Давай. Ну, это когда Устойчивый, мощный голос. Ага. Вообще, вот у любого профессионала-вокалиста должна быть опора. Опора, она возникает в районе диафрагмы. Так. И когда ты поешь длинные ноты, Ой, ладно, именно эта опора и тебе и помогает Понятно. держать эту ноту. Как раз у нее У тебя есть опора? Я У не тебя есть знаю. опора? Как ты определяешь, есть опора или нет? У тебя есть опора? Нет? У меня есть У меня опора. нет опоры, у меня есть домкрат. Да. Окей, давайте оценочки выставлять. А давайте я, вот чтобы вам было проще, я первый поставлю. Давай. Угадайте, что я поставлю? Ты поставишь 4. Да. Я поставлю, давай, 5, пятерку поставлю. Хорошо. Я поставлю 4. 4. Итого 4, 4, 5, 4. Все. Ура! Оценочки выставлены. Конец! Все. Азалия, спасибо тебе большое, спасибо. Мы желаем тебе от имени Абри Хабриева, ну типа дальнейшего. Не терять свои опоры. Не терять свои опоры. Занимайся дальше вокалом. И стать Заниматься, да. оперной певицей. Вот так вот. Все, подытожим. Не, Нормально? ну реально же. Желание? У нас же есть, вот и она из Татарстана, вот крутая оперная певица, как ее зовут, Абри? Да, Аида Гарифуллина. Она же вообще всемирно известная теперь. Да. Крутая очень там, ну вообще, ее весь мир знает. У Она неё в есть таких опора? театрах поет, просто в таких. Есть. У Не нее только есть она. опора? Есть еще одна. Венера Ганеева. Венера Ганеева, да. Популярная. Она Однозначно, и да. на А эстраде у нее очень есть популярна. опора? Есть даже 2 опоры. Хорошо, ладно, окей. Так, ну что, все на этом, наверное. Ну, Да. не то чтобы все, не то чтобы все. Мы не уходим. Да, мы сейчас прервемся на небольшое. Совещание. Да. Давайте мы сначала, посмотрим таблицу, посмотрим, что мы там понаставляли. Да. Давайте. Наставляли Интересно. наши оценочки. Она же уже вот готова. Сегодня да? троек вообще не было. Вот смотрите, вот такие замечательные оценочки. Эльзира Ярулина 20 баллов набирает, Эвелина Хабибрахманова 18 баллов, Инзиля Хусаинова 17 баллов, Резида Амирова 17 баллов, Лейсиря Галявина 18 баллов и Азалия Гилязова 17 баллов. Вот такие вот оценочки мы с вами поставили. Вот так вот. Я предлагаю сейчас еще разочек, мы, наверное, посмотрим. Мы запускаем прямо сейчас голосование. Все, друзья, давайте так. Теперь я всех вас, уважаемые наши полуфиналисты, призываю звонить, писать своим друзьям, знакомым, всем, чтобы набрать максимальное количество голосов. Ну и всех, конечно, просто, кто нас смотрит, не участвует, а следит за нашим шоу, голосуйте, друзья, за понравившегося вам участника. Прямо сейчас мы объявляем о старте голосования, зрительского голосования, которое продлится 30 минут. 5, 4, 3, 2, 1. Голосование. Пуск. Поехали. Все, голосование, поехали. Так говорят или нет вообще? Голосование трогай. Трогай. Так, друзья, еще разочек, чтобы вам было легче проголосовать, отдать свой голос какому-то из наших полуфиналистов, я предлагаю немножечко освежить в памяти все эти выступления и еще разочек посмотреть коротенькие вот отрывочки из всех выступлений. Поехали. Yalan kukeyte girittin opahım, yalan kukeyte girittin opahım. Paris, Paris, Paris'ler karşıtsın deyip, Paris, Paris, Paris'ler karşıtsın deyip. Selam kutların cibirdin opahım, selam kutların cibirdin opahım. Paris, Paris, Paris'ler karşıtsın deyip, Paris, Paris, Paris'ler karşıtsın deyip. Aqayın şulay сыңғы тапқыр қысып қышарма.
Әйтегезче, үлем тырнагыннан тартып алыр берәр көч бармы? Түкмә зинһар кайнар күз яшеңне, сабырыйчы бераз түз ана. Кызыл билле җиңел автомобиль сигнал биреп юлга кузгала. Ашык шофер, җилләр булып очып, уссаң иде шушы сынауны. Бала гомере кыл өстендә тора. Дигән тирән күлнең суларыны шәридем, синең белән шул күлләрдә аккош булып йөзәр идем. Гомер үтеп бара, йөрәккән яна, йөрәк ялкынына, газапларыңны салма, сине җан сөям, сагышлардан янып киям, мәхәббәт саклый, ялгышлардан аны яклый. Сөйләп китәм. Рәхим итеп тыңлагыз. Инде ничәнче көн өчен боша. Кубарылып тынам һәм бер тында өтеп ала. Сагыну. Әллә нидән синең исем гөлтел шунда гына. Истә. Юраттам дип урап яңгырады ул. 7нче кат күккә ашкан идем. Шул кадәрле ихлас иде ул чак. Минем белән сиңел башка иде. Күрсәң иде толгы сәнең күлгә карап көлгән. Эздустан киләле күл буйлар күрәле. Күлдә йөзеп, күлдә чумып рәхәтләнеп көләле. Эздустан киләле күл буйлар күрәле. Күлдә йөзеп, күлдә чумып рәхәтләнеп көләле. Юктыр әле сояп кына чәчәкләр. Да, друзья, ну что ж, голосование у нас началось. Давайте голосуйте активнее за понравившегося нам участника. Отдавайте свой голос. Если вдруг, я всегда напоминаю о том, что если вдруг вы проголосовали случайно, неправильно, всегда голос можно отменить и все-таки отдать за того участника, за кого хотели проголосовать. Все, я желаю всем нашим участникам победы. Дальше у нас только финал, да, и, в общем, мощнейший будет финал, там все будет классно. Поэтому давайте так, у нас, как всегда, есть хорошая, замечательная традиция, что во время зрительского голосования к нам приходят, ну, просто невероятные гости, которые дарят нам свое творчество, а мы просто, ну, очень рады прям всех видеть. Дамы и господа, сегодня для вас в нашей студии невероятный человек, заслуженный артист Республики Татарстан Марат Галимов. Давайте поаплодируем погромче. Все, Марат, я удаляюсь, они ваши. Все, эти люди, которые там, они все ваши. Да. Добрый вечер, друзья. Я сейчас спою вам пару песен. Первая песня называется «Жайки шитя».
Düşmanı yolların jingip Paşılda Şoңup çeşlerin zıyfa Duzkayım seni sağına Paşılda Ребят, хоть Ülken yaşlar, balar abunlar bile, yaşlarga da bu jara bek birgene Tiksine ezlimin, tiksine yoqsinam, butunlay yo'g'olsam ishlarimim. Tiksine ezlimin, tiksine yoqsinam, butunlay yo'g'olsam ishlarimim. Qaylarda yurmadim, sena din kurmadim, gülsina topindi hislarim. Qaylarda yurmadim, sena din kurmadim, gülsina topindi hislarim. Sintere şatlığım, durmuşum ayağı, yıldızsın köngülüm kugunda. Sintere şatlığım, durmuşum ayağı, yıldızsın köngülüm kugunda. Bir sığlap koysanda, qayşanda, uğranın yüreğim köründe. Bir sığlap koysanda, qayşanda, uğranın yüreğim köründe. Hayda güzel bir gelap, no, gittik. Bir sığlap koysanda, qayşanda, uğranın yüreğim köründe.
Бауырының йөрәгем түрендә. Архитектор, подними ручки и похлопай мне, давайте, опа. Рахмат. Так хорошо. Рахмат. Круто, круто. Жалко, что одна песня только осталась. Хөрмәт дуслар, һәр салмак кына җыр була. Бу тормыш бит инде ул сынаулары бар, шатлыклы вакытлары бар. Шуңа күрә авырлыклар килгәндә борчылмагыз. Авырлык артыннан обязательно җиңеллек килә. Яшәү кадере. Поехали. Тормышка зарланмыйк кайгырып, язмышны тиргәмик яманлап, бары да үзеңнән тора бит. Бәхеттә килер чамалап, дөньяга карыйк без сокланып, көннәрне каршылык җанаты. Матурлык җыялсак җиһаннан, күңелдә тупланыр җаназа. Дөньяга карыйк без сокланып, көннәрне каршылык җанаты. Матурлык җыялсак җиһаннан, күңелдә тупланыр җаназа. Güzellik үзгәртер уйларыны, жаннарыны җылытыр нурлары. Барына сөенеп караса, ачылыр йөрәкнең кыллары. Дөньяга карыйк без сокланып, көннәрне каршылык җанаты. Матурлык җыялсак җиһаннан, күңелдә тупланыр җаназа. Дөньяга карыйк без сокланып, көннәрне каршылык җанаты. Матурлык җыялсак җиһаннан, күңелдә тупланыр җаназа. Дөньялар ямланыр шул чакта, белсәк без кадерен яшәүнең. Бары галәм сәламнар үзеңне, күренә мингәнгә гомернең. Дөньяга карыйк без сокланып, көннәрне каршылык җанаты. Матурлык җыялсак җиһаннан, күңелдә тупланыр җаназа. Дөньяга карыйк без сокланып, көннәрне каршылык җанаты. Матурлык җыялсак җиһаннан, күңелдә тупланыр җаназа. Матурлык җыялсак җиһаннан, күңелдә тупланыр җаназа. Бик зур рәхмәт. Бәхетле яшәгез, бай яшәгез. Бик зур рәхмәт. Спасибо. Спасибо, ребят, что пригласили. Я рад участвовать в таких мероприятиях. Приглашайте, я с удовольствием примчусь. Я узнаю, где находитесь, где можно парковаться бесплатно. Всем удачи, пока-пока. Все, спасибо огромное, спасибо большое, спасибо. Ой, как приятно, когда такие люди к нам приходят в гости. Ну что, друзья, остается немного времени, я думаю, что где-то примерно минут 15, наверное, да? Подскажите нам, сколько у нас остается до конца голосования? Ну, где-то примерно 15 минут, да, остается до окончания голосования, поэтому давайте, друзья, быстрее, смелее, если еще не успели кому-то отдать свой голос, то делайте прямо сейчас. Ну, а мы, в свою очередь, хотим вам немножечко помочь, и, соответственно, еще разочек давайте мы посмотрим на наших сегодняшних полуфиналистов, коротенькие видео, чтобы немножко освежить вам память, чтобы вы такие, ага, вот сюда или туда, или вот это я отдаю свой голос. Все, давайте еще раз посмотрим, а после этого мы уже встретимся здесь, в студии, с нашим жюри. Смотрим. Yalan kukeyte girittin opahım, yalan kukeyte girittin opahım. Paris, Paris, Paris.
Парижларға жетсін деп. Париж, Париж, Парижларға жетсін деп. Сәлем құтларын жебірдің ұппағым, сәлем құтларын жебірдің ұппағым. Париж, Париж, Парижларға жетсін деп. Париж, Париж, Парижларға жетсін деп. Қайын шулай сыңғы тапқыр қысып қышарма. Әйтігіші, өлім тырнағынан тартып алыр бірер күш барма. Түк мәзинқар қойнар көз ешіңні, сабыры чыбырас төз ана. Қызыл биллі жеңіл автомобиль сигнал беріп елға қозғала. Ашық шофер, жилер болып ұшып, ұссаң үйді шушы сынауны. Бала ғымыры қыл үстінде тұра. Деген тирен күлнің суларыны шәридім, сенің білен шу күллерді аққышы болып yüzer едім. Ғымыр өтіп бара, ереккен яна ерек, ялқынына ғазапларыңны салма, сені жан сүйем, сағышлардың янып кием, мәхәббәті сақлы, ялғышлардың наны яқлы. Сөйлеп кетем. Рахим етіп тыңлағыз. Енді нешенші күн ішін бұша. Құбарылып тынам, һәм бір тынды өтіп ала. Сағыну. Әллеріден сен ісім білтілі шындағына. Исте. Юраттам деп ұрап яңғырады оған. Жеденші қыт көкке ашқан дедім. Шул қадәрлі ихлас еді ол шақ. Менің біле сіңіл башқа еді. Күрсем еді толғызының көліне қарап күлген. Достан келеді, көл байларын көреді. Көлде yüzіп, көлде шомып, рәғатланып күледі. Достан келеді, көл байларын көреді. Көлде yüzіп, көлде шомып, рәғатланып күледі. Юлтырыны сояп қына шешеклер. Ну что, мы снова здесь. Ура! Да. Как ощущения? Ну-ка расскажите Отлично. чуть-чуть немножечко. Я очень... Недобываемые ощущения. Я Недобываемые. очень рада, что у нас такая классная компания, реально. Все, тиктоки наснимали сейчас? Да, Да. тиктоки снимали, ребята. Лейна меня заставила. Меня там нету. Там даже Абри есть. Да? Абри, ты там тоже Я есть, в да. кадр попал, но я не Да. зарегистрирован. Где? В ТикТоке. Серьезно? Ну, Почему? Ну, он старый, потому что... Мне Инстаграма вот так вот хватает. Ну ладно. Сколько лет тебе, Абри, скажи? Сколько дашь? Не знаю. Я дам, если честно, 47. 36. 37. 37, вот, смотри, прям практически угадала. Так, сколько лет Марату? Марат, я знаю, 20. 20. 20? Да. Серьезно? Да. С хвостиком. А хвостик С еще на хвостиком. 20 лет. Плюс 8. Этот хвостик лучше мне не знать, иначе я не буду с ним общаться. Хорошо. Я уже старик, Ты понимаешь? уже все, ну ты уже прям Абри, всё да, Абри уже, да. Все уже, да. Так, ну что, пока мы ждем завершения зрительского голосования, немножечко расскажите уж о своих Общаемся? там планах, да, Общаемся. каких-то творческих и так Да. далее. Абри, что у тебя происходит вообще? Что Я ты? готовлюсь к новому концертному сезону, пишу программу, Так. пишу новые пародийные номера. Кого будешь пародировать? Виль Усманов, Салават Закич, Элвин Грей, Башира Насырова, Навкат Нигматуллин. Кто еще у меня там был? А можно в Минарис этот Ильич. список попасть? А? В этот список можно попасть?
Или ты только мега звезд берешь? 2,5 на карту переводишь и ему Там, да, там недорого. там. А как самый Ингяраткан Кайсон син любишь? Мне кажется, мы уже и так поняли уже, кто это вообще. Это безусловно. Это безусловно, да? Салазакич, Салазакич, конечно. да. Но у него, кстати, очень Ну не круто знаю, он, получается. знаешь, с помощью его голоса можно создать какую-то вот юморную обстановку, даже пусть и речь не юморная, просто разговорный его стиль. Уже смешной, да? Да, он уже приятен. Ну скажи, давай пару слов, пожалуйста, для всех зрителей. Слушай, И для- Балай, сентюдерden biri. Ben sonra kirasından beri sürüyorsun, sürüyorsun. Жила bir de bay. Нормально, похож. Жырлай алмасам? Жырлармасам қайтта кейін. Сен көбітler İstanbul Tuğan. Нормально. Слушайте, прикольно, прикольно. Это был Эбри Кабри. Классно. Хорошо. Марат, а ты можешь кого-нибудь пародировать? Только Эбри. Сделай. Марата Ярулина. Да, нет, Пародируй. я не могу пародировать. Не можешь? Не умею. Это Нет, очень- у меня нет таких данных. Вот. Это тяжелый А ты где, процесс. вот, ну как так вышло, что ты понял, что ты умеешь? Когда я учился в Арском педколледже, это Так. были 2000-2005 года, мы после 3-го курса начали гастролировать по деревням с 5 человек, 5 одногруппников собрались и давай заработаем себе денег. Так. Подумали и все, решили в Арском районе, в Кокмурском, в Сабинском районе. По деревням ходили, и программу нужно было строить с юморком. Вот потихоньку оттуда и все пошло. А потом в последнем на 5-м курсе я забросил это дело, потому что дипломная работа, практика и так далее и тому подобное. А когда уже поступил в Казанский государственный университет культуры и искусств, из-под кустов, так скажем, снова занялся. Противотанковое училище, да? еще? Да, Ага. противотанковое Опять училище. занялся этим, Интересно. да. Слушай, классно, хорошо. Лена, подъем. А, Что у тебя как ты дела? договорил, да? Да, Ты там договорил? всё, Класс, А как смотри, интересно, Абрих, Абри. у меня к тебе вопрос. Абрихабри, Это мой смотри, бенефис. Абрихабри, я Абри. понимаю. У меня бенефис сегодня. Где ты взял костюм? Смотри, ты всегда будешь выступать только с этими образами, ты не хочешь что-то новое взять? может? Например, Лейну Например, Лейну, да. Например, Лейну, Или да. Марату. Ну, это нет, имеешь в виду? ну да, если честно. Но я знаю, что мне тяжело пародировать. Нет, а пародировать очень тяжело. Да. Иногда уходит год, чтобы добиться звучания артиста. Ага. А иногда получается за 3-4 часа. Это в зависимости от тембра, в зависимости от того, насколько артист оригинален, насколько оригинален его голос. Можно говорить и так. Ну смотри, у Лейны на самом деле вообще очень хорошо получается У нее пародировать. голос звонкий, у нее голос высокий. Вот она как просто пришла на эстраду, вот, мне кажется, у нее сразу получилось пародировать певицу. Вот, Какую? Просто певицу. Будучи не певицей. Я шучу, ну ты же знаешь, что Да мне все равно, ребята, вот хотите, сколько У хотите. тебя Я на классно самом деле... с самооценкой вообще это прекрасно. Да, вот я даже в Инстаграм снимаю видео, где над собой Инстаграм? угораю. Ну это же прикольно. Понятно. Ты вообще в Инстаграм заходишь, ты же в основном в ТикТоке, по-моему. Да я и в Инстаграме, А ты и в откуда ТикТоке. знаешь, А ты на Абри? меня не подписан, ты поэтому не знаешь. Так что подпишись. Я подписываюсь только на тех, которые на меня подписаны. А я тоже самое, так что ты первый подпишись. Так что вообще не видать вам друг у друга. Извини, в подписках, детка, да. извини. Больше мы не увидимся после этой Пока-пока. съемки. Пока-пока. Есть какие-то у тебя творческие планы, может быть, что-то новенькое, что-то прикольненькое? Ну, у меня... Есть новые песенки. Ну, Не, как не похоже. всегда. Ой, это же очень сложно ее проверить, да? У меня, русская песня вот выйдет, вообще 2 они готовятся. Ну и все. Ну и все. А что вы там с Да у меня- Залялом Интересно. делали? А? С Залялом что делали, говорю? Кто это? Динар, МС Залик. МС Зали, скажи. Да. У нас был такой трек на татарском языке. У меня вышел трек с Маратом Ярулиным, который стал хитом. Между Вау. прочим. Ну, у меня хитом, я так считаю, не Серьезно? знаю, как он У нас трек хитов стал? Марат, подожди,
У нас не в курсе, что эта песня стала хитом. Нет, у нас трек вышел с тобой, да? Блин, мы же просто в ТикТок снимали. Да. Ты что, был трек? Вот, Да. ну, короче, все классно. Что не делаю, то у меня самое лучшее. Офигеть. Если честно. Небо, Ты небо, все это, небо, все это. Ты такая скромная, вообще офигеть. Ну, правда Это говорю. офигенно вообще, ну вот что человек вот может, вот понимаешь, вот, ну это классно, слушай, Это это классно, здорово. это классно. Марат, у тебя там что, альбом, не альбом, что Да там? ничего. Что там вообще у тебя? Так. Да скажи, Альбом? ну скажи, Марат, расскажи. ты вообще поешь? Ну так, чуть-чуть. Вообще я хочу сказать, что пародировать очень сложно. В общем. Я об этом уже сказал. Да. Коротко, у меня вышел альбом, до этого вышла песня «Парамсин». На нее сняла... До этого мы сделали аранжировочку. Да, короче, До этого мы написали слова к этой песне. Абри, мы тебя все... До этого мы просто купили песню. Абри, мы тебя все слушали, будьте добры. Я знаю. В общем, Простите меня, пожалуйста. у меня до альбома вышла песня «Парамсин». Я запустил челлендж, и он очень сильно распространился. Так, Да. Очень. что надо было Вот делать? танцевать нужно под Кстати, песню. мы станцуем потом. О, да, все Да? вместе. Да, Серьезно? да. Окей, Да, да. классно, я танцую После... плохо. недавно вышел у меня в начале... перед весной у меня вышел клип на 15 минут и 47 секунд. На песню Это клип? «Алгулярым». Это клип? Это мини-фильм. На Вообще песню класс. «Алгулярым», да. Это деревенская история, очень интересная. Как из деревни семья едет меня, получается, как там героя, который не женат, сватать в Москву за блогершу. С Очень круто. гусями, да? Там, эти? да, там, короче, интересно. Вот, и Скажи, вышел... пожалуйста, когда у тебя будет клип, когда ты будешь ехать в машине? Такой Вот. есть. Нет, ты едешь в машину, ты возвращаешься в деревню, вот, у тебя флешбеки, ты видишь себя маленького, ты видишь девочку, в которую ты был влюблен. Ну, у каждого уважающего себя татарского певца есть такой клип просто. У тебя будет такой клип когда-нибудь? Скажи. Наверное. Продолжительностью 30 минут. Да нет, там Новый 3 рекорд. минут достаточно. Там как ты упал с велосипеда, или она Да, упала конечно, с ну, велосипеда, обязательно, а потом вы на конечно. речке вот вместе. Ну, конечно. Будет такое? Обязательно. Хорошо, конечно. спасибо. Да. Чтобы Ну и обязательно- альбом. Чтобы обязательно Ты предупредил, бабушка, ладно? чтобы на лавочке Я обязательно сидела где-нибудь. Предупреди, я не буду Абрих, я тебе напишу. И альбом, который недавно вышел, и очень хорошо прослушиваем стал. Ну, хорошо слушают его. Да? Вот. Где можно? Задай главный вопрос, Везде. задай главный Везде. вопрос. Везде это где? Spotify, Apple Music, Так. ВКонтакте, Яндекс.Музыка, Apple Music. Даже вот. в Инстаграме. Даже в Инстаграме, в Одноклассниках ТикТоке. есть? В Сейчас просто Одноклассниках? Абри оживет, когда ты расскажешь про Одноклассники. Он Нет. скажет: «О, это я там есть». Да ладно! Тебя там нет? Тебя нет в Блин, ты не настолько Одноклассниках? старый, ладно. Абри. Хотя у нас с тобой разница 3 года. Чё я По-моему, вот, ну, я типа, видел твою сколько тебе? фан-группу в Одноклассниках. 37. Ну, 4 года. 4 года, нормально. Нормально. Мы еще не такие старые, нормально. У тебя есть ВК? Хотя ты уже официально ушел из вот Стадии этого, молодежи. Молодежь, да. Да, Ты уже как до 2 года, как 35. не молодежь уже все. Да. Я уже старый. Да. Почти Да. 40. Ну и как вообще? Как тебе быть старым? скажи, Как тебе быть старым стариком? Ладно, Коленочки. ладно. Абри нормальный чувак. Да, конечно, нормальный вообще. Нормально, смешной уж. Да. Лейда нормально. Да, я вообще смешная. норм. Смешная, ты нормальный. Мы даже с тобой гастролировали. Смешной и нормальный. Он уже не помнит. Да. Ты вообще его не слушаешь, Абри. Я слушаю. А что он Послушай сказал? Марата, что ты сказал? Что? Он просто тихо говорит. А ты ушки разуй. Ушки разуй. Разуй. Как надо правильно разувать ушки, Лейда? Ну приходишь домой. Есть какой-то Разувай. Да, расскажи, как разувают уши. Да. Так поднять голову. Ага. И там локаторы вот так стоят. И ты всех слышишь. Хорошо. Класс. Идеальная русская речь. Литературная. Да я, если честно, просто угораю. Нормально могу тоже говорить. Да? Да. Хорошо. Марат, повтори. Мы с тобой пели где-то вместе на гастролях, я не помню. Ничего где. себе. В туре. Ничего В туре в себе. каком-то. Это была Соляночка. Да. Это был город Кузнецк. Да. Ого, память у тебя. Нет, именно вот только один город разве? Нет, два. Два города. 2 или 3 города. В двух концертах мы с тобой участвовали. Один из них Кузнецк, вторая, по-моему, это Пенза. Да. Ничего себе, у вас было 2 концерта. Да. Нет, это Соляночка. Солянка, да. Круто. Я тогда еще был ведущим. Да.
А тогда, по-моему, я тоже пел. А ты тогда уже был диджеем? Это было Он за все отвечал в этом концерте. И ведущий, и диджей. Я и на пульте. Да. Ладно, друзья, у нас закончилось голосование. Да, мы заговорили. У нас закончилось голосование. Буквально через несколько мгновений мы на экране увидим таблицу уже со зрительским голосованием. Я напомню, что там все было очень просто. Человек, участник, который набрал максимальное количество зрительских голосов, он получает 6 баллов. Человек, который набрал меньшее количество зрительских голосов, он получает 1 балл. И вот эти вот 1, 2, 3, 4, 5 или 6 мы плюсуем к тем оценкам, которые выставляли мы. И, соответственно, видим ту картину, узнаем имена этих двух счастливчиков, которые проходят в финал. Что у нас, готова табличка? Или нет, еще не готова табличка? Так где вы там пели? Что, какие концерты? Рисуйте уж быстрее, что вы? Так. Рисуйте быстрее. Лейна, представляешь, когда ты начала петь? Да вообще 3 года назад, 3 года меня назад. уже все знают. Вот, на самом деле мне кто-то даже присылал твой клип в самом начале, вот на песню. А, да, он же в WhatsApp везде там ходил. В WhatsApp тебе прислали? Не знаю, мне ссылочку присылали. А, да? Мне ссылочку прислали. Наверное, я прислала Типа всем. вот, короче, новая перспективная певица. Вот. И на WhatsApp ее фотка стоит. Сообщение от Лейны. Вот есть новая перспективная. Привет, я Лейна. Привет, я умею Лейна. петь. Вот мой клип. Вот, я такой посмотрел и думал, ладно. Нормальная, да? Нормально. Ну, я не знал, что с этим делать просто. Ну, типа, я не знаю, зачем мне это прислали и кто мне это прислал. Не-не-не, вот когда у нее трек вышел, он прям везде был. Да. И клип, и трек. Ну, в каком году Малайна? В 2019-м. Ну, вот это было, да. Кстати, Ну, это было, сколько? у меня есть 3 года песня назад. Айрыл Магас, да, и Малай. Айрыл Магас. Айрыл Магас. Айрыл Магас. Но сейчас Айрыл Магас уже больше по просмотрам. Там уже 3 миллиона 300 тысяч просмотров. Нифига накрутки сколько. Не накрутка. 3 миллиона 300 тысяч. Это на ютубчике? Да, это на ютубе. А еще что ты заработала? ВКонтакте миллионы. Вот. Такой Задай количество. главный вопрос. Сколько Ну, Кстати, сколько конечно, заработал? вот мой айфончик 12, ребят. 3 миллиона Да, 300 тысяч. шучу. Не, ну серьезно, я сейчас без шуток, реально. Вот 3 миллиона с чем-то просмотров. Ты что-то за это заработал? Ну, я думаю, что что-то Да. в районе... Хорошее настроение. Нет, подожди. Хорошее настроение. Там вообще за каждый миллион платят, по-моему, в районе 44 тысяч, если я не ошибаюсь. Да? Все зависит от рекламы. Ну, ты не всё знаешь, да? Ты зависит. точно цифр не знаешь. Да он Примерно, знает, у него примерно, очень 44, большие. примерно 44 тысячи за 1 миллион. Вот, и получается, как минимум, у тебя должно было быть 120 тысяч с одного клипа. Ну мы смотри, мы зарабатываем деньги и вкладываемся на Ей новое. сказали 5 тысяч, наверное, да? Мы зарабатываем деньги, вкладываем в хорошее Ты хотя бы настроение. монетизировала свой канал. Да, Конечно. все нормально вообще. Чё вы, блин, Абри, какие ты слова знаешь? Да. Все, мы готовы, Ура! мы готовы. Давайте, внимание на экран, вот меня наша не списывай, таблица. Друзья, ну что ж, вот таким вот образом распределились оценки зрительского Так. голосования. Мы видим общий итог. Итого. Эльзира Ярулина 23 балла и Инзиля Хусаинова тоже 23 балла. И, соответственно, много вот людей эти вот две голосовало. наши участницы попадают в финал! Слушайте, ну это классно. Давайте мы еще разочек посмотрим выступление наших финалисток. Уже теперь финалисток, я могу так говорить. Поехали. Мы подождем секундочку, и вам тоже советуем подождать секундочку. Сейчас все будет. А пока для вас поет Абри Хабриев. Я в стоп-кадре. Ты завис? О, дайте Он живой, все. нормально. Все, давай все. Ну, Музей восковых фигур. Абри Хабриева. Так, что, будет у нас что-то или нет? Прикинь, тем музей восковых фигур. 20 секунд? Когда 20 секунд мы посмотрим выступление наших финалистов. На сцене. Все готово, друзья, давайте посмотрим. Просим прощения за некие технические неполадки, такое иногда случается. Давайте. Yalan kukeyte girittin opahım, yalan kukeyte girittin opahım. Париж, Париж, Париж. Балақайын шулай соңғы тапқыр қысып қышарма. Әйтігізші, үлем тырнағынан тартып алыр бірер күш бармы?
Я был против. Да. Молодцы, девочки мои красотки. Так, ну что, спасибо огромное, спасибо огромное. Вот все, что... Что, друзья? Мы рады за Подытожить. вас. Марат, Все ты рад молодцы. сзади? Все Слушай, молодцы, все Подожди, подготовились. Марат говорит, подожди. Извини, Марат, давай. извини. Марат, Извини. говори. Марат, говори. Говори, Марат. Марат, Ну все, прости его, прости его. прости. Уходи, Марат. 37 лет, Короче. никто не думает о манерах. 37 лет, все как бы, да, уже. Понятно, не обижаются уже, Да, да, как конечно, уже. там уже старческий Марат. Короче, ну типа, ну говорит и говорит, что-то почка прибавит, что теперь. Говорит о себе через 2 года. а тебе через 2 года музей восковых фигур откроют. Короче, очень мне, что я могу сказать? Все ребята очень талантливые, все участники очень талантливые, участницы точнее. Вот, всем желаю удачи, проект клевый, я впервые здесь, мне очень понравилось, очень крутая еще. команда. Вот, зовите. Участвуй. Да, буду приходить. Хорошо, спасибо Вот. тебе большое. Всем удачи. Удачи финалистам. Да, Вот. Абри. Все молодцы, все подготовились. Желаем дальнейших успехов тем, кто не вышел в полуфинал. Каждое пускай не поражение, расстраиваются. каждый проигрыш. Ты сейчас пародируешь, молодец. Я учусь у профессионалов. Снимай пока. Каждый проигрыш это новая ступенька. Ступенька для того, чтобы быть еще лучше, еще сильнее, еще талантливее. Но для этого нужно упорство, для этого нужен труд. Поэтому трудитесь, и все у вас будет хорошо. Все, спасибо огромное. Друзья, спасибо большое всем. Чего? Мне вообще... А ты что-то Пока, говорил? ребят! А ты говорил уже? Тебе уже 37? Она ничего не говорила, знаешь? Ощущение, что она очень много всего говорила. Лариса, скажи что-нибудь, давай. Мальчики сказали про талант, а я скажу, чтобы девочки оставались такими же красивыми и привлекательными, горели этой огонечком, горели огонечком, и будьте такими же привлекательными. Муа, Как пока. я! Как она? Снимайте Абри, больше тиктоков. как Абри. Да. Ладно, всем огромное спасибо нашим участницам, нашим полуфиналисткам. И не расстраивайтесь, не получилось. Я надеюсь, Да. что на следующий год мы опять выйдем в эфир. Вот, и у нас Запомните! опять будет много участников. И, соответственно, мы поздравляем тех, кто прошел финал. Все, через неделю, в эту следующую среду, здесь состоится последний, 5-й полуфинал. Мы узнаем еще имена 2 финалистов, а потом, соответственно, 19 сентября, как говорит наш продюсер, это не просто финал, это финалище будет вот Дыши, такой дыши. вот. Да, а? Много Дыши, текста нос. сказал, дыши. Все, пока! Пока-пока!